Враг уже у ворот. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете подробную информацию о ситуации на таджикско-афганской границе. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. США и другие члены НАТО договорились начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Альянс признал, военного решения проблем, которые стоят перед Кабулом, не существует. За 2 недели до полного вывода иностранных войск из Афганистана талибы с боем захватили ключевой участок таджикской границы, таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар. Правительственные войска в приграничных районах разбиты, угроза проекции терроризма на территорию стран Центральной Азии значительно возросла. Боевики радикального движения взяли под контроль главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном, КПП Шерхан-Бандар и прилегающий к нему населенный пункт и все пограничные посты. Афганские силы безопасности в этом районе оставили позиции, а некоторые военнослужащие попросту сбежали через границу в Таджикистан. Движение через контрольно-пропускной пункт приостановлено, основные боевые действия продолжаются вокруг города Кундуз, который находится в осаде талибов. Практически одновременно боевики захватили несколько районов провинций Баглан, Герат, Кундуз, Фарьяб. За последние 2 месяца движение заняло более 30 районов и контролирует сегодня 3/4 территории Исламской Республики. Талибы ощущают близость полной победы. Высока вероятность падения Кабула. Правительственные войска и полиция не справляются со своими задачами. Президент Ашраф Гани вынужден был на минувшей неделе сменить министров обороны, внутренних дел и начальника Генерального штаба вооруженных сил. Это выглядит как полный жест отчаяния. Афганские парламентарии заявили, что правительство утратило контроль над ситуацией в стране и призвали создать общественный фронт для борьбы с Талибаном. На фоне развития катастрофической обстановки формируются отряды народного ополчения в провинциях Тахар, Баглан, Джауздан, Сарипуль, Фарьяб, Кундуз, Балх, Парван, Кандагар и Бадгиз. Что могут сделать вооруженные ополченцы там, где не справились правительственная армия, оснащенная и обученная по стандартам НАТО? Между тем, выход талибов к таджикской границе – это не просто локальный успех. КПП Шерхан-Бандар – важнейший торгово-перевалочный пункт между Таджикистаном и Афганистаном. Через него проходит значительный объем товарооборота между странами Центральной Азии, Южной и Юго-Восточной Азии. Вольно или невольно талибы уже вмешиваются в международные отношения за пределами ИРА. Таджикистан усилил охрану границ и готов разместить у себя 10 тысяч афганских беженцев. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана реализован более чем на 50% и будет завершен до 10 июля. У главы миссии ООН по содействию Афганистану Деборы Лайонс еще теплится надежда, что межафганский конфликт можно решить мирным путем. Однако тактика талибов, окружающих центры провинций, в готовности к их штурму сразу после вывода иностранных войск практически не оставляет сомнений в развитии событий по самому жесткому сценарию. Соседи вынуждены сосредоточивать силы и средства для нейтрализации угроз. В ходе двусторонних переговоров 22 июня в Душанбе секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и его коллеги из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана Насрулло Махмудзода, Асет Исекешев, Марат Иманкулов обсудили проблему безопасности, касающуюся ситуации в Афганистане, и планы взаимодействия в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Ранее с центральноазиатскими коллегами встречался министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Оборонные ведомства России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Уровень компетенции и ответственности переговорщиков свидетельствует о серьезности афганской проблематики, о решимости стран Центральной Азии и России объединить усилия, чтобы блокировать вероятную проекцию терроризма на пространство СНГ. Россия готова к любому развитию событий в Афганистане, включая новый виток гражданской войны и попытки террористической интервенции на север. ОДКБ сделает все возможное для повышения обороноспособности членов организации. Кроме того, необходимо задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 23 июня на Московской конференции по международной безопасности заявил, что без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать афганский узел невозможно. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Как вы думаете, что будет дальше? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!